Главные события уходящей среды 6 мая в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. В Якутии ужесточают контроль. Весенние палы запрещены. Нарушители ждут штрафы и санкции. В республике в преддверии Дня Победы продолжаются поздравления ветеранов Великой Отечественной. Сегодня гостей в своем дворе принимал 102-летний ветеран Наум Слепцов. В самом разгаре голосования по выбору объектов благоустройства в этом году республика представила свыше 80 проектов. В Нерюнгринской центральной районной больнице обновили отделение реанимации. В помещении выполнен капитальный ремонт, установлено новое современное оборудование. Родная земля встретила героя. Новоиспеченный чемпион России по суточному бегу Александр Маеда прибыл в Якутск. Министерство транспорта страны предложило не взимать плату за парковку двух автомобилей с семей, в которых воспитывается более 4 детей. Над инициативой министерство работает вместе с Комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Сейчас право на бесплатную парковку для этой категории граждан распространяется зачастую на одно транспортное средство. Рекомендации будут адресованы региональным властям, так как именно они определяют право на льготы многодетным. В республике ужесточают контроль. Весенние палы запрещены. Нарушителей ждут штрафы и санкции. В минувшем году на землях сельхозназначения было зафиксировано 125 термоточек в 13 районах Якутска. Виновные лица привлечены к ответственности. Особо жесткие меры применяются к сельхозпроизводителям. 7 граждан за нарушение противопожарного режима лишены права на получение господдержки в этом году. За выжигание сухой травы предусмотрены крупные штрафы, размер которых определяется судом. В Якутии с особой теплотой почтили память героев-журналистов. Глава республики Айсан Николаев вместе с коллегами по медиацеху возложил цветы к мемориалу героя Советского Союза Николая Кондакова, чья храбрость и верность родине остаются примером для новых поколений. В этот же день была вручена премия имени Кондакова участнику СВО, главному редактору радиовещания ГТРК «Саха». А орден мужества посмертно получил талантливый журналист Якутия-24 Алексей Семенов. Его награду приняли супруга и дети. Сегодня мы очень горды тем, что хоть и посмертно награда нашла героя, награду вручили жене и детям. Конечно, мы очень этим гордимся и помним Алексея. С этого года ежегодно будет вручаться премия Министерства молодежи для патриотичной молодежи, и эта премия будет ежегодной, и в нашей компании будет такая же премия, так что мы будем увековечивать память нашего коллеги. Фотовыставка участника СВО открылась в Центре культуры села Тулагина. Экспозиция «Вечная слава нашим землякам» представила и увековечила память 12 погибших бойцов-уроженцев села. Выставка – первый проект местного общественного движения «Волонтеры СВО». При этом в организацию входят преимущественно учителя Тулагинской школы. Именно они и собрали всю информацию об участниках спецоперации. Как отметила одна из волонтеров с фотографией, на выставке на нее смотрят как ее ровесники, так и ее бывшие ученики. Выставка – это у нас сегодня первый проект. Вот здесь мы проводим в Тулагино-Кильдянском наследии, а потом уже последующие мероприятия мы тоже будем активно принимать участие и активно, конечно, продвигать наших солдат, воинов Отечества, Тулагино-Кильдянского наследия, чтобы их память и имя никогда не было, так скажем, засекречено и забыто. Кроме того, в рамках открытия выставки прошла выездная консультация для семей участников СВО от специалистов Государственного фонда «Защитники Отечества». Знаменательное мероприятие посетила вице-премьер правительства региона Ольга Балабкина. Она поблагодарила родных и наставников погибших воинов и отметила вклад волонтеров, чьими стараниями выставка и была организована. И, конечно же, проводится такое мероприятие в преддверии 9 мая, потому что именно как раз в этот день мы понимаем, и особо сильно в этот день, о том, что победа точно будет за нами. И особенно, если она дается и ценой человеческих жизней, это, конечно, безусловно страшно, это трагедия для каждой семьи. Школа номер 4 поселка Алмазный Мирнинского района стала местом, где героическое прошлое встречается с настоящим.
Сегодня здесь открыта парта героя, увековечивающая память Евгения Чекалина, опытного солдата, прошедшего боевые действия на Северном Кавказе, одного из первых, кто отправился на специальную военную операцию по мобилизации. Подробности далее. Церемония открытия парты героя прошла накануне праздника Великой Победы. Особую атмосферу торжественности создали представители муниципалитетов, юноармейцы, а также родственники и друзья солдата. В Мирнинском районе всегда уделялось и уделяется особое внимание гражданскому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию наших школьников. И очень знаково, что в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, в войне с нацизмом, в войне с фашизмом, сегодня мы в школе номер 4 открываем парту героя. Евгений Чекалин, боец из Алмазного, оставил мирный труд, чтобы встать на защиту Родины. Его подвиг – это пример самоотверженности, когда личные интересы отступают перед необходимостью служения Отечеству. Очень рад, что вот не забывают память ребят наших. Начали мобилизацию, и он попал. Но ему сказали, что можешь не идти, потому что как бы был уже в горячей точке. Но он принял решение, что пойдет, сам пойдет, потому что страна в опасности, как бы патриот своей родины, скромный, обычный парень. Вот как бы могу, хороший просто человек, и очень потеря такая для нас. Ученик младших классов Никита Гаврилов трогательно прочитал стихи, посвященные Евгению, написанные его соседом, мальчиком, который делил с ним детство. Этот искренний жест стал данью уважения и памяти. Чекалин Евгений, герой без возврата. В сердцах пусть останется светлая дата. Пусть память о нем в наших душах живет, как символ отваги, что к правде ведет. В полях Запорожья покой он нашел. Помимо парты героя в учебном заведении появились и информационные стенды, выпускники школы, участники специальной военной операции. Эти стенды не просто экспозиция, а важный инструмент формирования у молодого поколения глубокого понимания гражданственности и патриотизма. Они служат наглядным примером того, как важно чтить подвиги тех, кто готов жертвовать собой ради мира и безопасности. Анна Васильева, Мирный. В преддверии Дня Победы продолжаются поздравления ветеранов Великой Отечественной. В Якутске их проводят прямо у дома с песнями военных лет и личными словами благодарности. 102-летний ветеран Наум Слепцов сегодня принял гостей у себя во дворе. Во дворе Наума Слепцова сегодня звучат песни военных лет. Поздравить ветерана пришли представители правительства республики, юноармейцы и юные артисты. За Родину шел воевать, и лучшую сердце весну. Никто не хотел умирать. Наума Трифовича мы исполнили песню «Мой дед уходил на войну». Каждый год в нашей школе нам рассказывают про 9 мая, про День Победы, как наши герои нашей страны, нашего города защищали нашу страну. Мы помним их и чтим. Наум Слепцов на фронт ушел в молодом возрасте, участвовал в штурме крепости Хайлар. После войны вернулся в Якутию, занимался развитием образования. Сегодня Наум Трифонович – глава большой семьи, отец 6 детей, дедушка, 13 внуков и 8 правнуков. Я вам всем желаю здоровья, благополучия и успехов во всем. Не только в работе, но в своей личной жизни. Дружите всегда со спортом. Вам всем счастливого долголетия. Науму Слепцову 102 года, является почетным гражданином Якутии. Он остается активным, увлекается шахматами и шашками. В 96 лет выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 102 года ветерану нашему. И буквально вчера он закончил турнир свой по шахматам и шашкам. Участник этого турнира, да и другие, являются уже
кандидатами, мастерами спорта. Это победа Наума Трифоновича. Как говорится, подвиг ветерана продолжается. Сегодня двор Наума Трифоновича стал местом, где звучит не только музыка, но и слова благодарности. И пока такие встречи продолжаются, история остается живой. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Ко Дню Победы Государственный театр оперы и балета представит на сцене балет «Подвиг». Постановкой занималась главный балетмейстер театра Екатерина Тайшина на либретто Владислава Левочкина. В основе подвиги якутских юношей и девушек, выстоявших в тяжелые испытания времен Великой Отечественной. Так, истории, оживающие на сцене, адресованы прежде всего подрастающему поколению и молодежи и приобщают их к истории Великой Победы через балетное искусство. Впервые постановка была показана на сцене театра еще в 23-м и с тех пор ежегодно ставится к 9 мая. В этом году зрители смогут увидеть балет 7 мая. Этот спектакль уже полюбился нашим зрителям. В этот раз тоже придут огромное количество школьников. Я считаю, что это очень важно – приобщать наших детей, юношей, наше новое поколение к таким историям. Все должны помнить о наших героях. Все 4 истории посвящены нашим якутским солдатам. Это кавалерист Афоня, это про лыжников, друзей. Это про охотника Егора и про снайпера Алексея. В Якутске 7 и 9 мая перекроют дороги. Временные ограничения движения транспорта введут в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Так, на время проведения акции «Свеча памяти» закроют движение на следующих улицах. Улица Хабарова, Богатырева и набережная Романа Дмитриева. 9 мая с 6 утра до 11 вечера проезд будет закрыт на следующих улицах. Это улица Хабарова, Богатырева и улица Богдана Чижика, а также Бестужева-Марлинского и набережная Романа Дмитриева. Остальные схемы перекрытия вы сейчас можете видеть на своих экранах. В республике продолжается голосование по выбору объектов благоустройства. В этом году республика представила свыше 80 проектов в 35 муниципалитетах, которые охватили различные общественные пространства. Жители региона старше 14 лет могут выбрать территории для обновления, от парков и скверов до набережных и зон отдыха. От Якутска на конкурс, например, подано 9 инициатив, из которых 2, получившие наибольшую поддержку, будут профинансированы и реализованы уже в следующем году. За 2 недели в голосовании приняли участие более 25 тысяч якутян. Отдать свой голос можно онлайн через портал Госуслуг, а также через волонтеров до 12 июня. Наиболее активными на сегодня стали жители городов Якутск, Мирный, Ленск, Нюрба и сел Сюле, Нюрбинский район, Майя, Мегино-Кангаласский район, Титебе, Хангаласский район и Мегино-Алдан, Тамфонский район. Голосование проходит в рамках проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже сейчас у вас есть своя возможность принять активное участие в голосовании для развития нашего любимого региона Якутии. 7 мая в России отмечают День связи. В этот день поздравляю тех, кто обеспечивает телевещание, теле- и радиосвязь. В Якутии команда инженеров компании «Арктик Телеком» обеспечивает предоставление цифровых услуг связи. О грандиозном проекте компании «Синергия Арктики» и о дальнейших планах Вероника Таюрская. Обеспечение цифровым комфортом жителей Якутии – главная миссия компании «Арктик Телеком». Общество эксплуатирует крупнейшую в стране сеть регионального телерадиовещания, что позволяет жителям отдаленных уголков республики слушать радио и смотреть эфир НВК «Саха» в аналоговом формате. Наш коллектив – это 180 профессионалов, и мы представлены во всех улусах нашей большой необъятной Якутии. Мы обеспечиваем предоставление связи в 250 населенных пунктах по технологии проводного и беспроводного доступа. Зачастую оказываем услуги связи в таких точках, в которых не приходят другие операторы. Также уникальным является то, что мы эксплуатируем крупнейшую в стране сеть республиканского телерадиовещания с охватом 545 населенных пунктов Якутии и предоставляем весь пакет НВК «Саха» и радио для наших жителей, соответственно, является это, конечно же, уникальным. Компания выступает оператором федерального проекта «Синергия
технология Арктики, позволяющая строить и впоследствии подключать к линиям связи население отдаленных и арктических районов. Проект позволяет использовать в Арктике полную палитру цифровых сервисов со скоростями доступа от 100 мегабит в секунду, что дает возможность общаться с родными, пользоваться медицинскими и государственными цифровыми сервисами, а также просматривать интернет-контент. В целом на компанию «Арктиктелеком» и дирекцию проекта «Синергия Арктики» действительно возложена ответственная миссия. До конца 2028 года должны быть реализованы волоконно-оптические линии связи на всей территории арктической зоны Республики Саха-Якутия. В целом это 7 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, которые обеспечат подключение 61 населенного пункта и 50 тысяч населения. Если говорить о задачах и планах текущего года, то в текущем году задача стоит подключить 8 населенных пунктов в 4 районах республики. До конца 2026 года волоконно-оптические линии связи будут проложены в селах Тинная, Инях, Дельгей, Дабан, Чапаево, Алекминского района, населенных пунктах Сигян-Кёль, Кобяйского района, селе Тополиное Тампонского района и в Хара-Алдан Татинского района. В целом проект находится уже, по сути, в активной стадии реализации. На сегодняшний момент уже определены часть подрядчиков, которые ведут соответствующие подготовительные работы. Уже сейчас проводятся работы по выбору трасс прохождения волоконно-оптической линии связи, получению соответствующих разрешений и согласований. В целом активная фаза строительства запланирована с июля текущего года, когда будет соответствующая произведена перебазировка техники, доставка материалов, ну и произойдет соответствующая оттайка грунтов. Если в этом году ожидается прокладка линий связи в 8 населенных пунктах, то в 2027 году к ним добавится еще 25 поселений, а в 2028 году еще 28 поселков. Таким образом, к магистральной ВОЛС будут подключены 50 тысяч жителей в 61 населенном пункте республики. Вероника Таирская, Джилостан Иннокентьев, Якутск. Между тем, в Ленске прошла внеочередная сессия районных депутатов, на которой утвердили выделение 87 миллионов рублей из бюджета района городской администрации на ремонт дорог в 2026 году. Это не единственное финансирование, к районным средствам добавятся транши из федерального и республиканского бюджетов. Глава района отметил, город должен заранее формировать перечень объектов на следующие годы и уже сейчас завершать разработку проектно-сметной документации. Также обсудили ямочный ремонт. Дороги в городе находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют оперативного вмешательства. Инициативу поддержали единогласно. Сегодня на стадии уже объявления аукциона и сдачи объекта под ключ это улица Пионерская, 65 миллионов. По улице Дзержинского мы прошли экспертизу, сумма составляет 29,5 миллионов на участке от улицы Якутской до улицы Пролетарской. Мы сможем после проектирования и прохождения экспертизы сделать участок улицы Победы самый проблемный от улицы Первомайской до улицы Якутской с водоотведением, что, наверное, самое главное, да, на этом объекте водоотведения в районе Дворца культуры «Юность». План был скорректирован, утвержден, и сегодня он в таком виде находится в Минтрансе, в том числе согласован и с главой района. В Нерюнгринской центральной районной больнице обновили отделение реанимации. В помещении выполнен капитальный ремонт, установлено новое современное оборудование, увеличилось количество мест для пациентов. Наши коллеги заглянули за эти двери, чтобы увидеть, как работают люди. Все нормально, там доктор говорит, что все хорошо. В воздухе витает напряжение, но не от страха, а от неумолимого ритма борьбы. Здесь каждое мгновение наполнено смыслом. Каждое движение отточено, каждое слово ценно. Это место, где медицина встречается с человечностью, где наука служит самой дорогой жизнью. Отделение анестезиологии и реанимации, она оказывает помощь многогранную. Пациенты у нас в отделении лежат разных возрастных групп. Вот, от новорожденных до пожилого возраста, скажем так. Вот. Помимо, значит, реанимационной помощи оказывается интенсивная терапия, послеоперационное наблюдение, послеоперационное лечение больных тяжелых
В этом году отделение отметит свой 40-й юбилей. Символично, что к этой дате здесь выполнен капитальный ремонт. Также полностью обновлено оснащение. Установлена новая мебель и современное оборудование. Это функциональные столики для кормления, кровати с пультом для смены положения пациентов, жизненно необходимые аппараты ИВЛ и пульт управления для того, чтобы пациенты могли самостоятельно, нажав на кнопку, вызвать медицинский персонал, если ему необходима помощь. Отделение нуждается во врачах, анестезиологах, реаниматологах, медсестрах-анестезистах и в младшем медицинском персонале по обслуживанию нашего отделения. Естественно, отделение расширилось в плане палат, и нам не только медицинские сестры нужны, но и санитары. Реанимация – это эпицентр самых тяжелых случаев. И за этой суровой реальностью стоят люди. Врачи-реаниматологи, анестезиологи, медицинские сестры, санитары. Людмила Семенюк работает в отделении с самого его основания. И несмотря на усталость, ее глаза горят добром и глубоким пониманием ответственности. Такая же младшая медсестра хирургии сказала, что люди не уходят с отделения. Приходят на одно место, вот и работают. Нечего бегать, искать лучшего места. Как-то привыкла. Так здесь и все. Еще ни разу не пыталась сбежать. Работа в реанимационном отделении похожа на гонку со временем, где каждая секунда может стать решающей. Эти люди возвращают самое ценное – возможность жить. И каждый удар сердца, каждое мерцание индикаторов на мониторе – это пульс надежды, который бьется благодаря им. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Родная земля встретила героя. Новоиспеченный чемпион России по суточному бегу Александр Маеда прибыл в Якутск. Вместе с родными и близкими спортсмена с первым титулом такого масштаба поздравила и наша съемочная группа. Для лучезарной улыбки есть повод. Александр Маеда вернулся домой чемпионом России. Если вас удивляет выносливость марафонцев, то вы еще не слышали о суточном беге. Якутский спортсмен боролся за медаль буквально и день, и ночь. Даже есть приходилось на ходу. По-другому никак. Варианта сдаться просто не было. Вспоминается все тренировки, то, что вот пролито было за этот 9 лет. Вот это все передает силу. И такого мысли нет, что надо сойти. И все равно вся республика болеет. Ответственность большая, как-никак. Надо это отработать. И болельщиков, правда, много. Зал ожидания полнится земляками, родственниками и друзьями. Тут же спортивные единомышленники. Клуб «Мастер Мо», где Александр тренирует бегунов. И весь труд окупился дважды. Вместе с наставником на старт вышел ученик. Выполнил для себя КМСа, кандидата в мастера спорта. На первый раз хорошо, для себя хорошо сбегал. Опыта набрался. Александр Егорович меня поддерживал во всем. Я его поддерживал. Вместе вот так сообща. На чемпионат в Москву Александр летел с целью выполнить норматив мастера спорта международного класса. За 24 часа пробежать 260 километров. Но на всеобщую радость легкоатлет прыгнул выше головы. В голове только вот это было. 260 пройти, а потом уже там видно будет, как по самочувствию. Вот 260 пробежал, и самочувствие, еще нормально, силы были. Поэтому вот тренер сказал, что надо идти на рекорд. Так и получилось. Преодолев 285 километров, якутский бегун стал еще и обладателем национального рекорда. Предыдущий, кстати, не могли побить 20 лет. А на горизонте уже мелькают следующие цели. Осенью Александру предстоит подтвердить звание международника. А там, пожалуй, не так далеко и до мировых вершин. Ржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Управление ЗАГСа Якутии объявило отбор среди молодых пар, которые хотели бы зарегистрировать брак в Москве. Торжественная церемония состоится 8 июля в Национальном центре «Россия» в рамках 3-го Всероссийского свадебного фестиваля. При рассмотрении заявок будут учитываться особые заслуги и достижения одного или обоих молодоженов в учебе, спорте, культуре и профессии. Активная общественная деятельность, участие в молодежных организациях и проектах, а также готовность пройти регистрацию в якутских национальных нарядах, возможно, стилизованных. Тем временем в Москве завершился международный конкурс хореографического искусства «Танцемания». В юбилейный сезон проекта участие приняли более 150 коллективов из России и стран СНГ. Обладателем гран-при стал ансамбль современного театра «Тетрис» из Якутии. Их выступление увидела и оценила Айсана Бурнашова.
150 коллективов, тысячи танцоров и десятки номеров. Танцемания в этом году объединила участников из разных регионов России и 5 стран СНГ. На сцене все направления хореографии – народный танец, современный, стилизованные постановки. Ансамбль «Тетрис» из Якутии представил несколько номеров, но именно китайская постановка стала ключевой, вывела коллектив в гала-концерт конкурса. Мероприятие очень замечательное, здесь очень сильные номера, огромное количество участников, все очень сильные, судьи тоже очень много комплиментов делают нашему ансамблю. Яркие костюмы, зонтики и фонарики в руках и предельно точная синхронность. Номер построен на чистом рисунке, ритме и плавных линиях, без лишних элементов. Танцоры – настоящие фанаты своего дела. Это самое любимое занятие. Я вообще не хочу заканчивать с этим. Я вообще не смогу. Ни без сцены, ни без танцев. Это лучшее, что у меня в жизни есть. Именно этот номер в итоге и принес ансамблю главную награду конкурса – титул Гран-при. Ансамбль современного танца «Тетрис». Город Якутск, Республика Саха, Якутия, Россия. Они выкладываются на все 100, а может и на все 200. Они у нас молодцы, девочки у нас умницы, красавицы. Ансамбль «Тетрис» существует с 1998 года. Сегодня в коллективе более 100 участников, от младших групп до молодежного состава. Титул Гран-при для якутского ансамбля не просто победа в конкурсе, а подтверждение высокого уровня подготовки и серьезной конкуренции, которую коллектив выдержал наравне с сильнейшими участниками из разных уголков мира. И дальше только больше. Айсана Бурнашова, Айтал Байтунов, Виктор Олесов, Москва. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.